Ассаляму алейкум. Я думаю, что нет такого человека, который не знает Сабри Улькера. Это самый богатый человек Турции, но он уже Эндер Рахметли. Сейчас его сын уже перенял все его дела. Это наш соотечественник, он из Крыма, когда-то эмигрировал и основал огромную компанию Улькер. Думаю, что все слышали об этом. И я все время думал, крымский татарин живет в Турции, но как же он без кофе? Да? Это же невозможно. Специально не искал, случайно нахожу на прилавке корону, турецкую корону Сабри Улькера. Ну, на самом деле это просто кофе. Подписано, что это Türk kahvesi, да. Ну, интересно было бы, если написано было татар kahvesi, конечно, но, видать, в Турции есть какая-то конъюнктура, плохо будет продаваться, скорее всего. Так, ну смотрите, Türk kahvesi, да, очень интересно. Никогда не встречал, никогда не видел. Все мы знаем Мехмед Эфенди и производные ему, но вот эта пачка меня заинтересовала. Я, значит, ее бегло осмотрел, 100 грамм, молотый. Судя по нажатиям, очень мелкий помол. И, значит, здесь есть инструкция, короткая инструкция, но, в принципе, все в рамках дозволенного, да. То есть одна ложка, один фильджан, вот здесь написано на турецком, на арабском, на английском, на русском языке нету. Я прочитал на английском. Значит, классическая в чашку воду налили в джезве, то есть мерим воду чашками, потом 1 ложка кофе на чашку. Скажем так, это самый народный способ, наши в Крыму тоже так же делают. В принципе, можно использовать, можно пользоваться, абсолютно рабочая история, но если вы знаете свою ложку. Вот такое есть условие. Да, если ложку вы не знаете, это делать опасно. Значит, смотрите, что мы делаем? Конечно же, мы попробуем сегодня приготовить традиционным способом этот кофе, по-татарски. И, конечно же, мы оценим высокие ожидания. У меня высокие ожидания от этого кофе. Поэтому надеюсь, что крымско-татарскую традицию кофе он перенес в Турцию. Честно говоря, знаете, у меня есть такое подозрение, что вся вот эта сегодняшняя турецкая кофейная индустрия, это все благодаря крымским татарам, потому что огромное количество наших соотечественников уехало в Турцию. Естественно, все пили кофе. Сформировался огромный, мощнейший импульс потребления, желание пить кофе. И поэтому сегодня мы имеем то, что имеем. Вот такая вот мысль. Поэтому давайте не будем, как говорится, растягивать. Вот такая у нас пачка. Вскроем и будем, что называется, посмотреть. Так, ну что, первое. Да, мелкий помол. Кофе, вы знаете, есть характерный запах турецкого кофе. И я думал, где же этот запах? Оказывается, вот он где. И вы знаете, сейчас, по прошествии всех вот этих разов, когда мы ездили в Турцию, я понимаю, что нам готовили улькеровский кофе, потому что Мехмед Эфенди так не пахнет. 100% это запах улькера. Ну что, консистенция очень мелкая, вот прям даже видно, да. Ну, я очень люблю такую фактуру, очень, она такая, знаете, мелкая, как мука. Ну, не пыль, конечно, но очень-очень близкая. И я люблю этот кофе, люблю такой помол, потому что он варится быстро, бодро и очень интересно, да. Что мы делаем? Мы готовим, конечно, вот у нас уже, видите, я приготовил уже прищепку, потому что нам нужно сразу будет защипить. Кофе быстро теряет свой аромат и вкус, потому что он абсорбент сильнейший, он очень сильно впитывает запахи и вкусы. И, кстати, ну, то, что я немножко расстроился, что здесь 24.03.2026 дата, ну, expire, да, то есть, когда она испортится. То есть, по логике, или 1,5 года, или 2 года дают, это, ну, как бы время, да. Значит, или в марте был, или уже был осенью. То есть, если осенью, значит, мы купили свежий кофе. Если в марте, значит, немножко такой подлежавшийся. Ну ладно, не будем забегать вперед. Давайте попробуем сейчас, значит, что мы делаем. Сначала мы, конечно же, все это дело взвешиваем. Ложечки мы не доверяем, помните, да? Значит, у нас здесь 150 мл сосуд на 2 фильджана. Можем отмерить чашками, но я люблю мерить не чашками. Хотя, нет, не будем. Померим, как мы классическим образом делаем. Так, значит, что? 1 ложка, 1 фильджан ушла. 2 ложка, 2 фильджан.
17. Многовато. Вот видите, я ложечки так наполнил, уже много получалось. Первая ложка 9 грамм, кстати, была. Так, 15,7 грамм. На этот объем, в принципе, я допускаю такой объем. 15-16 грамм, 12 грамм можно положить. То есть это уже от вашей инициативы. То есть насколько вы любите кофе. Крепкий, слабый, да, вы этот момент регулируете. Так, вот здесь за нами Исмаил Гаспринский наблюдает, поэтому давайте серьезно, без шуток. Так, значит, все, кофе мы положили. Теперь мы наливаем воду. Воду мы наливаем, значит, вот у нас вот такой вот интересный сосуд. Вода комнатной температуры. Жесткость воды, ну, давайте так, у нас уже грамотные люди смотрят. Минерализация воды где-то примерно 150-180. Я очень люблю такую минерализацию. Кофе получается просто изумительный. Наливаем по поясок. Наливаем по поясок. Классический турецкий способ приготовления не размешивают они. Я это много раз видел. Я не приверживаюсь этого, потому что я люблю сразу размешать. Но на самом деле это очень близко к турецкому способу приготовления, потому что турки размешивают, когда вода немножко согреется. Просто легче размешивается. Но я люблю, скажем так, на холодную. Ничего страшного. Размешали хорошенько. Так, у нас получается вот по воде, вот прям вода прям холодная, покажи, пожалуйста, видишь, она очень плохо размешивается, вот так вот пузырится. Это все из-за того, что вода холодная. Она у нас в студии стояла, где-то градусов, наверное, 15 она. Видите, и вот так вот она пузырится. Поэтому сейчас немножко вода схватится, немножко вода прогреется, и мы ее, конечно же, еще раз перемешаем. Поэтому это все очень близко. По количеству воды нормально, но чуть-чуть я добавлю, потому что сам кофе немножко вспенился и украл немножко объема у нас. Так, значит что? Все, весы у нас все, ножницы все, давайте будем готовить. Тут, кстати, у нас на пачке написано, что на медленном огне. Варить на медленном огне и до первого поднятия, что тоже очень важно. Потому что вы знаете, что 3 раза поднимают, там что-то еще делают, там сою сыпят, не знаю, минералами всякими. Здесь четко написано медленный огонь, 1 раз поднятие. В принципе, как мы и делаем. Возможно, Сабри Ага крымскую традицию перевез в Турцию и ее как бы показал. Так, традиционно делаем огонь не сильным. Так, чтобы его было не слышно. И очень важно, ставим равномерно сосуд. То есть нам важно, чтобы нагревание шло равномерно, да, снизу. Все, мы поставили. Вот, честно говоря, хочется еще раз размешать. Вот я прям люблю, когда однородная масса получается. Наша задача просто, чтобы кофе хорошо размешался в воде. Вот наша задача. Чтобы у нас проварился, потому что помол мелкий, варка будет быстро, вкус будет удаваться быстро, поэтому нас все это дело устраивает. Да? Максимально хорошо перемешали и ждем. Так, вот такие вот чашечки мы сегодня приготовили. Обратите внимание, традиционный сахар на молоке. В Крыму такой часто готовили, сейчас готовят. Вот сейчас это все домашнее производство. Да, немножко воды, потому что перед тем, как попить кофе, нам нужно обязательно смочить горло, нужно утолить жажду. И вот такие вот чашки интересные в форме зарфов, без ручки. Такие тоже практиковались, то есть это абсолютно нормально. У них еще такие бывают подстаканники, да, чтобы не обжигать руки. Но здесь очень такой толстый материал, толстые стенки, и они не обжигают. То есть можно легко вот так держать чашку и спокойно пить. Так, ну у нас процесс пошел. Медный сосуд этим и отличается, да, когда медный джезве, максимально быстро нагревается сам сосуд, быстро начинает нагреваться вода, и поэтому процесс варки начинается бодренько. Вот на этом этапе турки обычно мешают кофе. Вот посмотрите, сверху сними, пожалуйста. Смотрите, вот у нас уже вода согрелась, у нас вот эти пузыречки уже ушли, и вот получается вот такая вот водичка коричневая. Ну, пузыречки еще есть, но это уже сам кофе так себя ведет, это уже не от холодной воды. Вот, интересно. Все, у нас начинает формироваться шапка сверху, мы ее не тревожим. Сейчас снизу вода нагревается, поднимается наверх, и вот такими кругами, да, она перемешивается и варится равномерно. То есть снизу горячая, сверху холодная, и вот так вот циркулирует она. Вот, значит, что важно еще понимать, да, что кофе у нас не должен кипеть,
Потому что если кофе поднялся, если температура кофе поднялась больше 95 градусов, когда он начинает уже булькать, идут уже не, знаете, такие процессы, которые уже не возвратные процессы. То есть кофе портится, перенасыщается, не знаю, какая-то магия происходит, и реально кофе становится невкусным. Возможно, когда-нибудь по-научному это дело все опишут, но сейчас мы просто, исходя из опыта, понимаем, что кофе реально портится. Так, ну у нас все бодро идет. Давайте по классике приготовим джезве, финджаны сразу, потому что мы должны же разлить все это дело, всю историю. Немножко сместим вот так. Так. У нас уже все это где поднимается. Я чуть-чуть пеночку сверху вот так вот немножечко перемешиваю, чуть-чуть буквально. Абсолютно чуть. Все, я не погружаю ничего. И вот таким образом у нас сейчас будет... Так у нас уже кофе готов. Смотрите, как быстро он поднимается. Хотя вода была холодная, прошу заметить. Так, приготовились. Так, и вот таким образом, смотрите, видите, аж такое натяжение произошло. Ну, этим мне нравится медный сосуд, да, медный джезве, потому что контроль просто шикарный. Немножко наливаем в одну пеночку. Ну, здесь, смотрите, я налил пол финджана, это пенка. И в другую. Так, сейчас будем тестировать. Сейчас будем пробовать. Ну, я вам так скажу, что я уже вижу, что пенка получилась отличная, шикарная. Сейчас во второй финджан немножко добавим пеночки. Можно пользоваться этим лайфхаком, да, потому что распределить пенку сложно. Просто переливаем вот так вот и размешиваем. В этом ничего страшного нету. Напиток абсолютно одинаковый. Смотрите, по цвету пенки абсолютно одинаковый. Очень красивый получился рисунок. Очень красивая получилась текстура. Кофе сварился быстро, и поэтому сейчас мы будем тестировать, пробовать его на вкус. Еще у нас часто наши подписчики упрекают, что нельзя пить кофе сразу, что большая температура, рецепторы, все дела. Ребят, смотрите, вот момент в том, что, во-первых, никто кофе сразу не пьет. Да? Вот мы разлили кофе, мы пока его предложили, пока мы чашки расставили, все это время. То есть проходит 30 секунд, минута проходит. И кофе сам по себе успокаивается. Во-вторых, здесь есть пенка. Пенка, если в напитке, вот в кофе есть пенка, вы никогда не обожгетесь. Да? Вот некоторые боятся, что можно обжечься. И в-третьих, температура не влияет на сам вкус. Просто вот у горький усиливается, когда он остывает. Кислый усиливается, когда он горячий. То есть вы можете ловить на температуре кофе, вы можете ловить вкус. Кому-то нравится больше кисленький, кому-то больше с горчинкой нравится. Если, понимаете, и вы пока пьете кофе, вы этот вкус для себя ловите. Поэтому я люблю горячий кофе. Я не люблю остывший, постоявшийся, там, через сутки, через двое суток, забытый там, через неделю в офисе. Я люблю кофе сварил, горяченький, под беседу пьем кофе. Поэтому давайте будем пробовать. Ну, как я и говорил. Так, это у нас глаз положил оператор на этот финджан. Ну, давайте. Мне очень нравится геометрия, поэтому я с удовольствием уступлю. Так, ну что. Да, реально, вот этот турхайвесе, вот прям, который в кофейнях встречается. Я когда первый раз приехал в Стамбул, я не мог понять, что за запах какой-то присутствует, да. Ну, слушайте, немножко нагревается. Да, немножко нагревает. Ну, я и много налил, если честно, да. Пробуем. Хотел сказать запах, вкус детства, но не скажу, потому что... Запах Стамбула? Да, 100% я вам говорю. Кто вот, особенно в первый год, когда я приехал, в кофейне, где мы только не ходили, мы очень много кофе пили, по 2, по 3 раза, по 5 раз в день пили кофе. И вот этот вкус, я все пытался понять, что за запах плесени, знаете, вот такой вот, я так его называл. Конечно же, это не плесень, но какой-то характерный запах, который ты не можешь никакому вкусовому опыту приложить, понимаете, вы не можете ни с чем его сравнить. Оказывается, вот оно что, ребята, это не Мехмед Эфенди, это, оказывается, наша корона была турецкая. Давайте татарской будем ее называть, да, чтобы так по-своему, по-домашнему, что называется, было. То есть вот он характерный вкус этого кофе, потому что
после того, как я пил Мехмед Эфенди, я просто не видел, я думал, ну ладно, это, наверное, залежался кофе, он полежал, старый, и поэтому такой вкус. Ничего подобного, ребят. Вкус довольно-таки свежий, у него свой есть аромат, очень кофейный вкус, и вот этот, назовем его привкус этой короны Сабри Улькера. Да, есть кислинка, присутствует, есть вот этот аромат, есть такой, знаете, строгий кофейный вкус, который нравится нашим биташкам, хартанашкам, харбабашкам, нашим старшим. Мы тоже такой кофе, в принципе, уже любим, да, уже понимаем. Это, скажем так, ну, давайте так, это же не сегмент дорогущего кофе, это реально дешевый кофе. Мы его купили, я не знаю, точно сейчас не... Мы купили его на заправке, и точно это было не дороже 50 лир. Точно не дороже 50 лир. Потому что Мехмед Эфенди стоил там что-то 46, по-моему, а он дороже. Этот, по-моему, 42 или 40. И то на заправке мы его купили. То есть он, скорее всего, дешевле еще на рынке. Но, кстати, что интересно, я перед тем, как писать ролик, я зашел на Озон, и я увидел на Озоне, что точно такая же пачка стоит 581 рубль. То есть это... Ну, по меркам лир, это почти 200 лир, это дорого. То есть в 4 раза дороже цена получается. Отзывы, кстати, нормальные. Я думаю, что если пить его свежим, то есть брать его свежим, то вполне себе можно пить. Так что, ну вот, получается вот такой у нас ролик. Интересно. Я для себя открыл именно вкус этого улькеровского кофе. И я вас уверяю, что когда вы его попробуете, вот так он выглядит, когда вы его попробуете, вы поймете, о чем я говорю, кто был в Турции. Потому что говорят, ну, к этому кофе привыкаешь со временем, потому что там 2, 3 раза, 5 раз его уже пьешь, и ты уже к нему как будто бы привыкаешь. Вот, оказывается, про какой вкус шла речь. А мы все думали, что это Мехмед Эфенди. Ничего подобного. Так что вот так вот. В общем, пьем кофе, радуемся. Пьем кофе с любимыми людьми, да. И вот вообще хочется, чтобы мы чаще собирались по хорошему поводу за чашкой кофе. Всем пока. Какая красота, смотрите. Ключи. Чуть не забыл сказать. Смотрите, какой тельбе. Смотрите. То есть очень-очень мягкий. И его, как рассказывала моя бабушка, да, ее знакомая вот так вот пальцем брала. Ну, сначала, конечно же, выпивала, а потом этот тельбе ела. Раньше этот тельбе, осадок, эту гущу, ее и кушали. Потому что кофе был дорогой напиток, и себе никто не мог позволить вот так вот его выплеснуть. Смотрите, какой здесь реально как горячий шоколад. Смотрите, тонкая текстура, очень мелкий помол. Еще микроэлементы. Классная вещь. Поэтому немножко тоже тельбе этот, хорошо у нас что называется. Все, теперь точно пока.